Здравствуйте, дорогие друзья! У нас СОС. Нам очень нужна, просто необходима помощь каждого из вас. На попечении нашей группы есть крошечный малыш Маркус. История его банальна. Когда-то он был домашним и любимым. Но после того, как хозяйка умерла, родственники сдали его в ППЖ. Ранее мы уже рассказывали о нем. Маркусу 7 лет, а весит он всего лишь 3 килограмма. Ну, наследники, видимо, посчитали, что не смогут его прокормить. Он их объест. Вообще сложно сказать, что у таких людей в голове. Нам этого не понять. По прилету в Москву выяснилось, что у малыша серьезная проблема с ЖКТ. Мы уже несколько раз были в клинике. 3 раза делали УЗИ, были у терапевта, гастроэнтеролога. Сейчас нам нужно обязательно сделать ему гастроскопию. Кто к доктору пришел? Да, Тимощенко. Кто к доктору пришел? Не хочет лечиться ребенок. Но прежде чем делать гастроскопию, чтобы установить диагноз, нужно пройти эхо сердца даже и пройти обязательно кардиолога, потому что гастроскопия делается под седацией. Скорее всего, ему будет необходима операция, потому что у него есть какое-то сужение в желудке, пища не проходит, задерживается вот в этом месте, и у него постоянная рвота, он не может есть. Мы его стараемся кормить дробно, маленькими порциями, но тем не менее эту проблему надо решать, потому что это вопрос жизни и смерти. Медицинские манипуляции очень дорогостоящие. На данный момент у нас уже более 20 тысяч потрачены на все эти обследования. И для того, чтобы идти вперед и все-таки установить диагноз, и если это будет необходимо, но мы очень надеемся, что, конечно, это не онкология, но в любом случае, чтобы идти дальше, нам нужна ваша финансовая поддержка. Пожалуйста, не бросайте его. Помогите малышу вылечиться и, наконец-таки, найти свой дом. И снова жертва человеческого безразличия. Лабрадора сдал в ППЖ хозяин. Просто взял и сдал за ненадобностью. Собаке уже 8 лет. Все эти годы она прожила рядом с этим человеком. Она была домашней. А сейчас он попал в вольер -20. Неужели люди не понимают, что домашним собакам там холодно, и гладкошерстные собаки могут замерзнуть просто насмерть? Взрослый, можно даже сказать возрастной лабрадор, большую часть жизни проживший дома в тепле и с хозяином, попал в этот ад, когда вокруг сотни лающих, рычащих собратьев, можно просто сойти с ума. Как можно так избавиться от своей родной собаки? Это не укладывается в голове. Мы очень хотим вытащить этого бедолагу, но вот как можно пройти мимо несчастного брошенного лабрадора? Но без вашей помощи нам не справиться. Сегодня мы обращаемся к вам, каждому из вас, с просьбой о помощи. Ситуация отчаянная.